Добрейшее утро, друзья! Сегодня воскресенье, и самое главное, сегодня День пионерии. Привет всем пионерам! Ой, пионеры это, пионеры бывшими не бывают. Пионеры это что-то с чем-то, да? Мы же все в свое время были пионерами. И сейчас с очень хорошим теплом мы вспоминаем это время. Так, я утром сегодня проснулась, и мой супруг первое, что сказал, поцеловал и сказал: с Днем пионерии, председателя совета дружины. Я вспомнила, что я в былые времена действительно была председателем совета дружины. Причем я этим председателем, по-моему, стала аж чуть ли не в 5 классе. Я тогда училась 8-летняя школа, чуть не сказала 9-летняя. 8-летняя школа Мейкская, сейчас она средняя школа. Была, то есть была средняя, сейчас основная школа. И это училась я тогда в начальной школе, естественно, была октябренком, потом стала пионером. Я сейчас очень хорошо помню времена, когда у нас вожатой была Валентина Васильевна. Незаменимая, она только пришла работать в эту школу. Незаменимая, задорная, очень активно, столько много мероприятий проводила. Вот эти вот мероприятия, да, они все очень сильно сплачивали коллектив. Вообще, пионерия, комсомол, это все движения, которые тогда были созданы по всему Советскому Союзу. Представляете, да? Все республики, 15 республик, они все были охвачены этим движением. Понимаете, насколько это было сильное движение, да, единое, сплачивающее всех. Это сколько людей жили одним, вот настолько была сплоченность, да? Столько много мероприятий, столько много сборов, и так хорошо не проходили. Я помню эти времена, когда мы из малюсенькой деревни тогда, да, Змейка, выезжали со знаменем, выезжали в районный центр, и мы там занимали первые места. Представляете, это мы насколько были вовлеченные в это дело. Такие гордые были, что у нас на грудях вот это вот красный галстук. А потом, помните, еще ругались, когда мы в школе шли без галстука. Кто-то, естественно, люди шли без галстука. Ну, бывает, да, утром проснулись за 5 минут, побежали без галстука. Их всех ругали, их отправляли обратно домой. Только с галстуком заходишь в школу. Это такой порядок был вообще. А комсомольцы были для нас тогда вообще богом. Конкретно, вот они были богом. Мы на них сравнялись. А момент, когда мы поступали в комсомол, это, конечно, что-то с чем-то. Такой экзамен проходили. То есть теоретически нас тоже так учили. А на практике мы все время жили вот этими мероприятиями. Классные были времена, конечно. Именно вот это вот сама суть, как это все организовывали, да? Единым жил народ. Вот эта вот иерархия, действительно вертикаль власти, да? Партия, комсомол, пионеры, потом октябрята на всех возрастных уровнях. Это все организовано, да? Ну, не видим пока мы этого сейчас, но у людей все равно вот это вот стержень осталось, единение. Она осталась, просто ценности у многих поменялись. И поэтому кажется, что многие все вот так вот бегают по всем своим этим закоулкам, своими интересами живут и так далее, да? Но идея единения, она осталась у нас. Мы все обожаем вот такие коллективные мероприятия. Мы обожаем, когда нас держат в почете. Помните, как мы радовались вот этим грамотам, радовались вот этим кубкам? Вот это все у нас все равно сохранилось. Человеческая суть, она же очень простая на самом деле. Во-первых, жить в достатке, жить счастливо.
И чтобы этот человек, во-первых, сам себя ценил, и чтобы его ближайшее окружение ценили, чтобы его ценили на работе, уважали его труд. И эти все ценности были у нас привиты с малых лет. Идея единения, она сейчас тоже живет у нас самих. И это здорово. Но этот смысл единения, да, именно поднятие человека над самим собой, поднятие человека на уровне борьбы со своим внутренним страхом, это все очень хорошо проявляется сейчас в сетевом бизнесе. Это здорово. И вот эта вот индустрия сейчас нас всех объединяет. Ой. Нас всех объединяет именно вот эти вот ценности, которые раньше у нас были, да? Они как раз тихо, вот перетекли в эту индустрию. И я сейчас как-то вот чувствую, да, что я попала в свою струю. Вот и те моменты, которые были тогда, в детстве, привиты взрослыми, да, людьми, которые нас вели в эту жизнь, они у нас живут, они есть. И они сейчас так красиво появляются в деле, не на словах, а в деле. Дорогие друзья, я вас сегодня всех поздравляю с Днем Пионерии. Желаю, чтобы вы всегда в душе оставались пионерами, чтобы вы всегда были октябрятами, пионерами, комсомольцами, помнили те времена. Я знаю, что вы внутри все такие. С этим хорошим праздником, Днем Пионерии, вспоминайте, как мы тогда приезжали на природу, на сборы, костер, песни с гитарой, да? Кстати, будьте внимательны, вот сегодня у нас город Якутск тоже пасмурно, холодновастенько, но бегать вообще класс, вообще класс. Утром был дождик, я не успела на этот дождик. Афанасий уже зашел, говорит, все, опоздал. Я говорю, как, куда опоздал? Все, на дождь опоздал. Классный дождь, под дождем бегать, это вообще красота. Мои одноклассники знают, что я летом под дождь выхожу всегда в купальнике, ловлю вот этот кайф, стоять под дождем, да? Здорово. Ну, сейчас, естественно, холодно. Летом будет такое, так что следите за моим каналом. Может, вам крупно повезет меня словить под дождем. Так, друзья. Так, итак, день начинается. Привет, привет всем. Вставайте с постели. Пошли бегать. Доброе утро. Идем бегать. Я Дякую свою встретила. Сейчас до дома дойдем. Будем болтать по дороге. Привет, привет всем. Пока-пока. Доброго дня.